Min университет талантов бүгін біз сіздің білән получается до 10 будем, да, работать. Я буду говорить по-русски, по-татарски я тоже знаю, говорю, но тут будут такие термины, которые удобно будет объяснять на русском языке. Первое — это календарный план, то есть мы тоже должны точно понимать, что и как мы должны делать. Сетевой график — это последовательность наших действий, как мы понимаем, последовательность может быть разной. Планированием бюджета других ресурсов. Вот здесь вот других ресурсов хочется поставить восклицательный знак. Порой мы очень часто делаем проекты без денег. Может быть, вам это знакомо? Мне это очень знакомо. Вот. Ну, то есть сделать то, чтобы было круто, но без денег. Момент следующий — это мониторинг проекта, то есть каждый раз понимать время работы, затраты, что у нас получается, что нет. Как понимаем, мы всегда должны закладывать плюс 20% наших ресурсов, и временных, и энергетических, и материальных, да, денежных, что обычно каждый раз еще плюс. Помните, кто-нибудь хоть раз отдыхать же, наверное, ездил, да? Вот, и каждый раз вот эти вот плюс 20%, как правило, у нас уходит из бюджета по разным причинам. Следующий момент — это управленческие решения. Вот управленческие решения, они могут быть как здорово, классно, они правильные. Бывает такое, что что-то мы не то сделали, да? Но так или иначе, это управленческие решения, которые влияют на проект. Следующий момент — это цели и задачи проекта, естественно, ради чего мы это делаем. Условия, факторы, действующие по проекту. Вот тут условия, факторы, хочется тоже поставить восклицательный знак, потому что один и тот же проект обычно же бывает, там дублируется. Вот, например, у вас есть форум, да? Форум можно сделать по всей стране. Но учитывая, что какие есть факторы, какие есть ресурсы, каждый раз условия этого форума может поменяться. Или даже вот элементарно вот сейчас, да, я должна была с вами начать в другое время, но есть момент того, что есть задержки, еще что-то, да, каждый раз есть такой живой организм. И это тоже нужно постоянно понимать, что сейчас с нами происходит. Сейчас мы с вами перейдем дальше. Я хочу с вами вас познакомить с топ-10 терминов в проектном управлении, которые так или иначе вы с ними столкнетесь, и хотите вы их игнорировать, не хотите, не получится. То есть это то, что сейчас будет необходимым всегда учитывать. Пройдемся по ним. Первое, да, это иерархическая структура, скажем так, такая система, которая из себя выстраивает ветки. То есть есть что-то наверху, самое главное, и из него уже вытекают. Что это означает? Да? Необходимо выполнить вот это вот основная как бы цель наша, да? И для нее мы делаем определенные задачи. Чем мы мельче, четче выделим эти задачи, чем четче мы будем понимать, что необходимо нам здесь и сейчас сделать. Что это еще, для чего это? Да? Здесь главный вопрос, что делать. Вот каждая наша условно клеточка, она должна четко нам понять, что делать. Тогда мы сможем определенного человека закрепить условно за каждым квадратиком. Либо за определенного человека закрепить несколько квадратиков. Понимаем, да, условия? Вот таким образом есть иерархическая структура работ. Базовый план проекта. Ну, я думаю, сейчас будет картинка очень актуальна она. Базовый план проекта. Здесь очень важный момент, чтобы были абсолютно каждые пункты. Важно зафиксировать вот этот план и только опираться на него. То есть что имеется в виду? Мы когда с вами делаем проект, ну, условно, у нас все мероприятие, и у нас каждый раз меняется. А давайте мы подумаем, кого пригласим. А пригласим мы уже давайте другого, а другой занимается другой темой. И каждый раз бывает такое, что самый актуальный план вот и здесь и сейчас. Это про то, что когда у нас с вами изначально есть базовый план, мы и от него опираемся. Это необходимо для того, чтобы мы с вами в конце концов не ушли в другую тему, не ушли в другой проект. Особенно это сталкиваемся мы с теми, когда мы начинаем работать с партнерами, с заказчиками, а они начинают свою условно линию, да, как бы предлагать. И тут уже думаешь, может на самом деле как-то вот пойти вот туда-туда, и мы можем отходить от базового плана. Вот здесь надо к нему возвращаться и посмотреть, он не противоречит изначально нашим задачам. Если нет, окей, мы, значит, от него уже опираемся. По картинке, да? Все прочли картинку? Знакомая ситуация? 4 часа обсуждали, не договорились, давайте еще раз обсуждать 4 часа. Следующий. Продукт проекта. Очень много про него говорится. Да? Здесь момент, который тоже хочется отметить.
Есть такая структура, да, техническое задание не всегда у нас соответствует тому, чего мы хотим получить. Что касается продукта, вот здесь очень многие думают о том, что зачем он нужен, разные вопросы задают. По факту самый главный вопрос, что должно быть создано. Вот когда мы говорим про продукт, нужно точно понимать и представление заказчика, да, конечно, понимание дать, и это должно быть что-то материальное, результат. Если это форум, то он же ведет с собой некие дорожные карты, взаимодействие с людьми, может быть, это некие соглашения подписанные. То есть продукт — это то, что можно потрогать. Если это нельзя потрогать, об этом можно только поговорить. Это продукт? Все, отлично, да, нет, это не продукт. И вот здесь, помните, я вам говорила, самое первое, да, иерархическое понимание, когда мы с вами разделяем, кто какую задачу выполняет. Здесь имеется в виду, вот очень вам в помощь, когда вы будете проект продукта, ну, у вас уже будет какой-то некий продукт, уже понимание, что должно создаться, и вам будет проще делать вот эту иерархическую табличку, то есть от нее отходить. Таким образом, у вас будет сразу в голове структура. Идем дальше. Нет, это у вас, вот смотрите, еще раз, да, оговорюсь, еще я об этом говорила в самом начале. Моя сейчас задача вам рассказать те условия, которые шире, которые позволят, скажем так, проекты дальше с ними дорабатывать. Вот те, которые условия у вас прописаны в проектах, они у вас определенные критерии есть, вот по этим критериям у вас и будет. Ответил на вопрос? Угу. Спасибо. Продолжим? Требования. То, что касается требований. Здесь я тоже очень такой простой, кажется, момент. Думаешь, ну, что надо, то и делаем, да? Прям хочется сказать, что, а не что, вот в этот момент, честно говоря. Вот здесь требуется, нужно точно понимать требования, откуда берутся. Они берутся у нас от стейкхолдеров. Стейкхолдеры — это те люди, которые заинтересованы в проекте. Мы к ним еще попозже вернемся. Выявить потребности заказчиков. И вот тут еще такой момент, да, конечно, мы понимаем, что надо всегда выявлять то, что для нас необходимо. Вот даже когда вы делаете, да, свои проекты, вы же понимаете, что это для чего-то нужно. И вот здесь момент, когда вы понимаете, для чего это нужно, здорово, вы ради этого делаете. И мы сталкиваемся с противоречиями о том, что да, это надо, но есть такие-то задачи, есть такие-то проблемы, и они между собой начинают немного спорить. И вот здесь важный момент — выявить не только потребности, да, но и понять, какие противоречия. Потому что очень часто бывает такое, что во время процесса, когда уже все, проект запущен, он уже идет, и тут мы понимаем какое-то, ну, в общем, столкновение интересов, может быть. Либо, например, понимание того, что ресурсы, на которые мы рассчитывали, они просто невозможны. То есть вот здесь вот момент того, что понимание есть. Угу. Выявить потребности. Каким образом? Это отдельная тема, но сейчас я, раз был запрос, буквально минуту скажу. Да? Для выявления запроса, когда мы с вами делаем тот или иной проект, тот или иной продукт или то или иное событие, мы понимаем, зачем мы это делаем и для кого мы это делаем. Когда мы это понимаем, зачем, вот у нас вот в этом вопросе как раз-таки уже выявляются потребности. О том, что какие задачи перед нами ставят, а от нас что именно хотят. А от нас хотят на каком языке, чтобы мы говорили. То есть это через переговоры. Да? Какие инструменты? Это переговоры. Если необходимо, то это, пожалуйста, опрос. Если вы работаете с аудиторией, ну, например, вы знаете, там, вот даже элементарно, вот у вас конкретное, скажем так, конкретное сообщество. У вас есть какое-то свое, скажем, ну, группа некая, может быть, в Телеграме, может быть, ВКонтакте, да? И туда, пожалуйста, тоже сделать опрос, выявить. Кстати говоря, мы тоже с вами вернемся к этому инструменту, как, например, Google опрос. Кто-нибудь пользовался когда-нибудь Google формы? Вот, как раз сегодня мы с ней тоже познакомимся. Такой момент. Тогда здесь в любом случае, даже если это настолько должно быть, если вы появляетесь вот по поводу, да, наугад такой, значит, такая аудитория. Значит, вначале надо подумать, кто за эту аудиторию еще отвечает. То есть обсудить со всеми участниками процесса. Кто-то же заказывает, кому-то же нужно ваше мероприятие. Вот. И здесь по поводу требований, да, вот, например, мы отправляем техническое задание, что нам нужно, да, конкретно. И мы четко должны понимать, что чем мы четче напишем конкретно, что нам нужно, тем мы точно получим результат.
Если мы напишем не точно, нам и сделают не точно. Тут сразу у меня не очень хороший анекдот в голове пришел. Рассказывать, не рассказывать. Ладно. А это записывается, да? В общем, смотрите, да, вот по поводу ТЗ равно ХЗ, да. Мужчина сказал конкретно: я хочу быть самым красивым, чтобы я часто видел красивые руки девушек, чтобы они рядом со мной всегда часто стояли, чтобы там всегда был приятный запах, чтобы было поменьше мужчин. Вот у него вот такие требования, то есть у него ТЗ. И ему говорят: ну хорошо. В итоге результат этого ТЗ, он стал краном для умывания в женском туалете. Красивый? Красивый. Девушки руки видят? Видят. В основном девушки, да, но иногда, может, мужчины поглядывают в женский туалет, такое тоже бывает. Понимаем, да, мне кажется, от этого анекдота больше четче будет. Прям пишите конкретно ТЗ. Если вам нужна машина, во сколько она должна не просто приехать, а во сколько она должна забрать людей. Вот даже вплоть до этого это очень важно. По требованиям понятно? Идем дальше. Жизненный цикл проекта. Еще говорят о жизненный процесс проекта, да, по-разному можно так или иначе это оценивать. Что касается жизненного цикла проекта, на самом деле у нас их всего делается 5 процессов. И из этих процессов один из, в общем, 5 процессов, да, давайте прям по ним пройдемся. Это инициирование, то есть четкое понимание целеполагания, зачем проект успешный, будет неуспешный. Второй пункт – это планирование. Третий пункт – это организуем исполнение, то есть для того, чтобы проект был реализован, мы должны понимать, что кто это будет делать, где это должно быть, то есть были условия для реализации. Четвертый – это мониторинг и контроль. И вот здесь тоже хочется сказать: мониторинг и контроль. Кем должен мониториться и контролироваться? Вопрос к вам. Кто должен мониторить и контролировать проект? Заинтересованное лицо. Я, например, хочу быть участником, я так заинтересован в ваш проект и буду каждый раз в него лезть. Руководитель проекта, эксперт, еще какие варианты? Команда, куратор. Вот смотрите, да, по поводу эксперта. Здесь вопрос контроля проекта, насколько он заинтересован в его проекте. Он может говорить, какие есть моменты, которые стоят, там, недочеты, что-то посмотреть в качестве эксперта, некая такая рекомендация. Контролировать его проект будет тот, кто отвечает за него. Это руководитель, и самое главное, это участники данной команды. Потому что, еще, кстати говоря, по поводу мониторинга и контроля, сейчас такая модель идет очень популярная, да, когда внутри команды люди закрепляются друг за друга и друг друга себя, скажем так, контролируют. Зачем это нужно делать? Я вам сейчас скажу. Вот разница большая, когда вы знаете, что вам нужно сделать определенное количество задач. И когда вам говорит руководитель о том, что ты сделайте задачи, а как у тебя получается? Вы идете по коридору, думаете: боже, лучше бы его не встретить и куда-нибудь там завернуть. А когда вы встречаете своего коллегу по работе, да, например, с кем вы спокойно пьете чай, он говорит: слушай, а ты сделал? Давай, что у тебя? Вы ему спокойно расскажете, вы также спокойно поймете, что вам нужно сделать, и спокойно сядете и сделаете. Понимаете, да, вот эту разницу? Вот эта модель контроля внутри команды, она эффективна для того, чтобы было комфортно работать. Следующий момент, который тоже хочется здесь отметить в жизненном цикле проекта. Да, есть 5 опорных точек, да, но в любом случае, так или иначе, у вас есть определенная технология, определенный опыт до этого, да, и эта технология, она должна быть одна. Она должна быть последовательной, потому что, как ни крути, мы все равно начнем с того, что это идея проекта, это некие переговоры. Как вы эти переговоры делаете, какой последовательностью? Уже каждая организация для себя определенно это отсчитывает, потому что условия согласования с определенными организациями есть иерархия, скажем так, да, последовательность согласования с определенной организацией. Это вот про это. Есть вопросы по жизненному циклу? Понятно, что говорю? Окей. Да, хочется меньше воды, больше дела. Идем следующий, да? Мы к нему уже говорили. Это стейкхолдеры. Что касается стейкхолдеров, прям охота нарисовать красивых человечков. Нет интереса, нет проекта. Друзья, если никому не нужно, что вы делаете, извините,
это делать не нужно. К чему я это говорю? Потому что стейкхолдеры, помните, я вам говорила, это люди, которые заинтересованы в проекте. Следовательно, это те люди, на которых влияет ваш проект, и это те люди, которые влияют на ваш проект. Вот здесь на самом деле вот хочется, вот бывает такое, да, вот стоит именинник, да, и около него прям каравай разводится. Помните такая история? Вот примерно так. Стейкхолдеры обычно бывают эти самыми именинниками, и возле них все ходят. Потому что именно они, скажем так, диктуют того, что это необходимо или, наоборот, это не нужно. И уже именно от них мы делаем запрос. Именно их мы спрашиваем, а какие у вас потребности? Ну, так прямо уж мы не говорим, да, какие у вас потребности. Представляете, подойдете к человеку и скажете, а какие у вас потребности? Он вас посмотрит, скажет, человеческие, развернется и уйдет, да, ну или какие-нибудь шутки скажет, но явно он не будет рассказывать о том, что ему действительно важно, да. Здесь нужно уметь еще располагать к себе партнеров, людей, ну то есть это уже на софты, надпредметные навыки. Идем дальше. Есть вопросы по стейкхолдерам? Стейкхолдеры — это все заинтересованные стороны, которые влияют на проект. Это может быть партнеры, это может быть определенные потребители, потому что обычно вы изначально с стейкхолдерами договариваетесь и делаете для кого-то продукт. Это заказчик, по большому счету. Да. Вот здесь, кстати, тоже момент такой, конкурентом могут быть стейкхолдеры. Угу. Ну, если там, ну, это больше уже бизнесовые моменты, ну да. Угу. Следующий момент – риски проекта. Как часто об этом говорится, и многие понимают, что да, риски очень важны, есть массу инструментов, которые позволяют выявлять риски. Самый популярный – это, наверное, SWOT-анализ, который сразу в голову приходит. Да? Здесь то, что касается рисков. На самом деле есть определенные критерии, которые необходимо выполнять постоянно. И вообще, если честно, при своем желании, учитывая вот вообще по проектам деятельности, риски отдельно даже выстраивать не хочется. Риски — это уже должна быть вшитая компетенция, вшитая, скажем так, программа любого проекта, ну даже и в жизни. Мы каждый раз же с вами понимаем, ага, а я успею на автобус, не успею, если не успею, я там закажу такси, да, например, или там я поем, а что я поем. То есть мы каждый раз уже постоянно мониторим же свою жизнь. Мы же не думаем о том, что сейчас я сяду и продумаю риски своей жизни, да. Здесь момент того, что вот если это вшить, когда вы еще просто даже в повседневную жизнь, в рабочую, да, в проектную деятельность, просто в работу. Вы же еще где-то работаете, же как у вас доп. Получается, да, у кого-то нет. Первое, да, это выявить риски каждый раз, оценить, насколько они, ну, нормально, критично, не критично. Продумать мероприятие по предотвращению, это один момент, да, чтобы предотвратить. И другой момент, продумать мероприятие по реагированию. Потому что одно дело, это, знаете, вот из серии, особенно когда мероприятие проходит, мы понимаем, что, ну, сейчас самый такой популярный пример, вот у нас пожар, да, мы все понимаем, что если пожар, то мы включаем сигнализацию, люди должны примерно знать, куда идти. Это у нас с вами получается мероприятие по предотвращению, да, то есть мы примерно понимаем, что мы будем делать, ну, то есть какие у нас должны быть задачи. И для того, чтобы этого не было, мы изначально смотрим, чтобы у нас были, вы даже видите тут тоже датчики, допустим, да, по пожарной безопасности, чтобы все люди знали, куда нужно эвакуироваться. Вот это вот есть первый пункт. Другой момент, когда это уже началось, когда уже где-то есть условно задымление, тут уже главное подумать мероприятие по реагированию. Как же сделать так, чтобы все люди побежали в тот выход, который необходим, а не просто взяли и разбежались везде, потому что все хотят жить, и здесь момент того, что все начнут себя вести неадекватно. Под условием и под словами, когда я говорила «все хотят жить», я имею в виду, каждый хочет реализовывать свои личные внутренние потребности. Давайте будем честными. Все изначально хотят реализовать свои внутренние потребности. И это нами движет. Это не плохо, не хорошо, просто это классно, то, что мы это знаем, мы знаем, как с этим работать. Понятно, да? Разницу видим. Потому что очень многие, кто дает вот эту тему, они почему-то берут и объединяют мероприятия. А это две разные вещи, на которые стоит обратить внимание. Следующий момент – это мониторинг постоянно. Постоянно понимать, а сейчас какие, даже вот элементарно, там, перевозить людей. Если дождь, уже какая-то ситуация, да? Если
слишком жарко, уже какая-то ситуация, кто-то опоздал, задержка рейса. То есть постоянно понимать, а какая сейчас ситуация, а что сейчас происходит. По рискам есть принято? Понятно? Угу. Идем дальше. Следующий момент, это идет у нас треугольник ограничений. Слушайте, у меня прям какая-то тут, попробуй разберись, да, но я думаю, самое главное, чтобы было понимание. Треугольник ограничений проекта. Здесь момент того, что когда мы начинаем думать по проекту, мы думаем, у нас вот эти проблемы, да у нас столько ограничений, что я вообще делать ничего не буду. На самом деле все проще. Есть всего 3 ограничения, которые нужно держать в фокусе. Это временные, да, то есть мы с вами определенные в рамках, в сроках всегда с вами задерживаемся. Да. Это у нас тут ресурсы, в зависимости, что нам необходимо. Под ресурсами здесь, вы понимаете, да, временные — это именно сроки, а ресурсы, там идут материальные ресурсы, нематериальные ресурсы. И такой еще важный момент, да, что мы создаем, содержание, сама концепция. Сам продукт. То есть вот по поводу содержания тоже хочется напомнить, про него почему-то многие забывают. Все думают о том, что мы же делаем дело, здорово, что вы делаете. А суть-то какая? Какая самая главная, скажем так, задача того, что вы делаете? Смотрите, тут такой еще момент. Да. Это треугольник. Практика показывает скажем так, современный мир, что эта фигура постепенно, она превращается больше даже в круг, потому что, как ни крути, мы постоянно с вами вот в этих 3 процессах, то есть они уже начинают быть такими какими-то цикличными. Понимаем, да? И вот сейчас современный мир, так как модель пока она официально не принята, про нее уже много начинают говорить, то есть мы с вами заходимся вот в эту центрифугу. То есть мы каждый раз вертимся вокруг сроков, вокруг ресурсов. Так, а что мы делаем, что мы делаем? То есть понимаем, да, мы постоянно в этом круге. Есть вопросы по треугольнику? Окей. Идем дальше. И самое интересное, про команду очень много, конечно, говорится, да, о том, что важна команда. Да, важна команда. И вот здесь прям слоган, да, команда без вас сможет, а вы без команды нет. Такой момент, да, сейчас вам сразу пример приведу, вы сразу поймете. Даже есть команда, у каждой команды есть свои, скажем так, обязанности, за которые пул он отвечает. Если даже он, скажем так, отказывается и не делается, эта команда худо-бедно, но она этот вопрос вытянет. То есть, может быть, она не сделает так профессионально, как бы сделал тот человек, который должен был быть в команде, но она это сделает. Я уверена, что в жизни вы хоть раз сталкивались с такой ситуацией, когда вы договаривались, да, с людьми, все здорово, сделаем, и вдруг этот человек, может быть, по разным причинам, но его нет. И что, вы закругляете весь процесс? Ничего подобного. Вы ищете либо ему замену, если ему не нашли замену, как-то худо-бедно, либо очень круто справляетесь без него. Иногда бывает, что прям даже вообще лучше получилось. Иногда думаешь, да, тяжко без него, конечно, и ничего. Понимаем, да? И вот тут еще по поводу команды, на самом деле мы все это прекрасно понимаем, но самое важное, самое-самое важное, вот по поводу команды здесь уметь реально удержать людей, делать то, что от них важно и от них зависит. Тут уже идут, знаете, на самом деле такие управленческие моменты. Здесь идут вопросы о взаимодействии, о взаимоотношении, о том, чтобы было классно, комфортно работать. Если бы команда даже очень клевая, она крутая, да, все, она прям профессионалы, но если они между собой никак не готовы взаимодействовать, это будет как на первой картинке. Помните, у меня первая картинка была большая лодка, и из этой лодки все делают свои лодки. Сейчас я вам скажу еще такой момент по поводу команды. Команда не может называться та команда, которая может кинуть, да, изначально. Я сейчас скажу, почему я так говорю. Команда — это те люди, которые четко действуют под одним правилами. Кстати, вот вам большой лайфхак. По поводу команды, по поводу, когда вы, например, может быть, вы хоть раз там будете где-то выступать, да, или работать с людьми наверняка, да, вот, вам лайфхак. Изначально договаривайтесь о правилах. Вот люди даже, когда приходят на работу, они же подписывают, да, условное соглашение. Когда вы договариваетесь о правилах публично, да, это, может быть, на 100% вас не обезопасит, но 60% точно да. Потому что перед другими быть какашкой не хочется. В общественных организациях, скажем так, текучка кадров, она будет постоянно.
Здесь момент того, что нужно четко понимать, насколько, тогда вот тут вот как надо действовать. Ну, рабочий, скажем так, вариант. На человека возлагать ровно столько, сколько он может сделать. И эту часть для себя делить на два и понимать, кого я на всякий случай могу еще на эту часть сделать. Что же касается общественной организации, здесь еще вообще вопрос такой, что найти вообще людей, что-то сделать, да? Сталкивались с этим, и тут уже думаешь, быстрее, быстрее. Здесь еще такой момент идет. Командой сложно это назвать, это идет сообщество людей, которые стараются сделать одно дело. Это уже не команда, это уже другой немножко формат. Там идет такая некая воронка. Это тоже нормальная история в том плане, что это специфика такая. Вот смотрите, как еще раз зовут? Чтобы сейчас не уходить далеко в тему, по поводу универсальности. Если идет общественная организация, универсальность, да, это здорово, но мы понимаем, что чем больше человек универсальный, чем меньше он профессионал в узкой деятельности. Поэтому здесь нужно четко понимать, какие цели и задачи вы ставите перед собой. Насколько вам нужна экспертность или насколько вам нужны исполнители? Большой вопрос. Мы с вами почти вот завершили, да, это у нас 10-й термин. Вехи – важные элементы продукта. Что это означает? Вот по поводу вехи здесь прям четко нужно понимать, да, что подразумевается под вехами. Это те самые важные задачки, которые вы перед собой ставите. Например, там, подписание какого-то соглашения прямо в приоритете, переговоры с определенным человеком. То есть это прям такие самые-самые важные точки. Условно, когда мы делаем проект, есть очень важные, есть не такие, важные, но второстепенные. Вот вехи — это те прям, скажем так, верхние галочки, которые необходимы. Это мы с вами сейчас познакомились с 10 терминами, которые, да, спасибо большое, что даже фотографировали. Этот момент, который так или иначе входит у нас в проект. То, что мы с вами сталкиваемся. Теперь момент того, что хочется перейти немножко к практике, да, как же в жизни можно реализовать, у вас там тоже в теме заявлено, как в жизни можно реализовать именно конкретные инструменты. Вот сейчас я хочу вам тоже показать. Начну я с... Кто из вас вообще знаком с Google формой? Google таблицы. О, здорово. Тогда я могу вам сразу показать, как это можно внедрить в процесс в рабочий. Прошу прощения, что стою спиной. Смотрите, по Google таблице, да? Знакома такая история? Вот кому не знакомо, знаете, чтобы создать Google таблицу, необходимо иметь почту в Google, и уже через нее можно создавать эти таблицы. В чем преимущество этой таблицы? Вот, друзья, у всех есть почта Google? Серьезно, что ли? У кого ее нет? У меня она есть, я просто... Ага, вот смотрите. А люди, с кем вы работаете, вы точно можете знать, есть у них почта Google или нет? Не всегда. То есть, пока мы не запросим эту почту, мы не можем понять, он пользуется Google, Mail, Яндексом? Нет. В чем преимущество вот этой рабочей сетки? Когда мы создаем с вами, получается, создаем такую табличку, доступ к редактированию этой таблички мы даем любым людям, кому-то мы даем только доступ просмотра, и неважно, какая у него почта, да хоть вообще у него пусть не будет. Главное, чтобы был интернет. Сейчас для тех, у кого есть, тоже скажу интересные плюсы. Вот. Что еще касается у нас Google, скажем так, да, Google сетки. Здесь момент того, что здесь можно пользоваться разными цветами. Excel понимает, да, что такое. Разные цвета, фигурки вставлять, цифры считать. То есть подобие даже Excel, только еще плюс бонусы. Вот. Это то, что касается рабочей сетки. Понятно, что такое из себя рабочая сетка? Есть вопросы? Смотрите, как с ней вообще работать? Здорово, что есть. Мы понимаем, да, что мы кому даем доступ, тот и может ее редактировать. Вот я вам сейчас говорю пример сетки. Видно, кстати, экран хорошо? Пример сетки, моей рабочей сетки. Когда мы внизу, вот здесь вот, да, мы прописываем недели. И на каждую неделю у нас идет, даты, да. Мы понимаем, что, что же я делал следующую эту дату? А какие у меня там задачки? И преимущество в чем? Здесь мы прописываем ответственный, кто у нас вообще отвечает, задача, что мы делаем, промежуточный контроль. То есть это очень важный момент, чтобы вы примерно где-то в серединке, да, либо за 5-6 дней проверили, сделали вообще, нет?
Если это по часам, за 7 часов проверили, себя сделали, нет. Следующий момент, дедлайн, до какого срока нужно абсолютно сдать точно. Статус. Статус здесь уже вы договариваетесь, насколько вам необходимо. Вот у нас, например, статус там в работе, принято. Сейчас я вам даже открою, которая уже заполненная. Да? Угу. Вот, например, в работе, готово. И всегда есть человек, который он руководитель, да, он может уже говорить принято. Ну, то есть, окей, я все принял. У тебя готово, я посмотрел, у тебя принято. Или там посмотрите на почту. И еще комментарий. Потому что очень часто бывает, что такая заковыркнутая задачка, и не сразу понятно, как вообще ее объяснить. И вот здесь в комментариях вы прописываете. Более того, в комментариях очень, ну вот я, например, как пользуюсь, да, я всегда еще пишу, с кем еще следует согласовать. Преимущество еще в том, что ответственный можно писать 2 человека. Самое главное, пишите просто имя. Не надо там фамилии, имя, отчество. То есть максимально сокращайте. Момент того, что еще как мы же разделяем. Вот у нас есть работа с базой данных одаренных детей. Это один блок. Здорово. Работа с базой данных одаренных и талантливых людей вроде бы кажется одинаково, другой блок. Иногда мы эти блоки называем по-разному. Например, там приемная кампания. Сейчас, если увидите меня. Ну вот, да, например, студсовет, подготовка финальных смен. То есть мы понимаем, что вот эта тема такая, и что мы для нее делаем. Какие у нас сроки, что у нас сейчас происходит, и что нам нужно делать. Вот этот инструмент, он очень простой и самый эффективный. Вот сейчас моя задача вам поделиться простым, потому что очень много разных форматов. Даже если вы просто вобьете в поисковике, это может быть и App Store, либо Play Market, да? Ага, Play Market. Даже если вы просто туда вбьете, там выйдет очень много разных предложений. И здесь уже только вот, пожалуйста, согласовывайте. Да, просто это самая доступная, бесплатная, скажем так, возможность. Есть Bittrex. Кто-нибудь пользуется Bittrex? Но это уже согласовываться только в рамках обязательно именно компаний, где люди между собой взаимосвязаны. И еще такой момент, что особенно да, когда приходишь там в компанию, думаешь, Bittrex, ну ладно. И понимаешь, что сразу видно, часто пользуются или заставляют пользоваться. И вот здесь очень важный момент, чтобы она была удобная, ну и приемлемая. Да, кстати говорят, вот я в Trello сейчас тоже сижу, очень удобно. Единственный момент, что опять-таки здесь как заставить так, чтобы сидели все. Да? Ну, это уже зависит от того, как мы сами проконтролируем процесс. И еще такой момент, то, что касается Trello, почему я еще вот это больше рекомендую, Trello тоже классный. Это доступность больше. Не надо ничего скачивать, любой интернет зашел и все. Ну, то есть, вот, из которых нужно скачивать, это самый оптимальный вариант тоже. Угу, спасибо. Бесплатный, классный, понятный. Самое главное, понятный. Вот. Поэтому вопросы есть? Спасибо. Также я для вас подготовила небольшое видео о том, как работать с календарем Google. Насколько это актуально? Приветствую вас, дорогой слушатель! Меня зовут Андрей Руденко, и в этом видео я расскажу вам о том, как эффективно использовать Google календарь. Небольшая предыстория, почему я лично начал пользоваться Google календарем. Первое. Личный опыт подтвердил, что если не ставить четких дат и конкретного времени, выполнение задачи может растянуться на целый день. Вот садишься что-то выполнять, и целый день может просто уйти на это дело. Второе. Я не хочу забывать про дни рождения важных для меня людей. Третье. Я хочу всегда быть ответственным за свои слова. Если пообещал встретиться или позвонить, обязательно нужно это сделать. На кону стоит ваша репутация. Четвертое. Хочу мудро распоряжаться данным мне временем. Я думаю, что этих причин достаточно для того, чтобы начать меняться. Если вы сталкивались с такими же проблемами, как и я, давайте приступим. Здесь идет, почему люди вообще выбирают именно календарь, Google календарь. Просто сейчас Google — это та платформа, которая, скажем так, доступная с такими ресурсами, которые другая не может предоставить. Сейчас очень активно тоже развивается Яндекс. Яндекс календари тоже они становятся прям такими эффективными, популярными. Mail пока как бы там есть эта функция, но она не настолько, скажем, оптимальна и удобна. Вот. То, что касается Google, наша самая главная задача, в первую очередь мы с вами создаем
нашу электронную почту. Вот это самое главное, чтобы у вас был аккаунт. Если у вас он уже есть, то круто. Момент еще преимущество вот в чем. Создали одну почту. И вот с ней работаете. То есть вы ушли, пришли, почта ваша осталась. Почта, она выглядит таким образом. Заходим мы в календарь непосредственно, да, и у нас отражается. Мы понимаем, у нас и в телефоне тоже это есть, когда мы в каждый день можем вписывать те или иные даты, отмечать их цветами, да, отмечать, насколько они важны. Если мы зайдем в день, там разделен по часам, это все понятно. В чем преимущество-то, да? Как бы, ну классно, я еще не понимаю, что такое календарь, я понимаю, что такое календарь. Здорово. Здесь момент того, что через Google календарь очень круто настроить себе уведомления о том, что друг мой, ты вот это не сделал, или там через 5 дней у тебя вот это. Потому что у нас столько задач, столько встреч. И вот я убрала свой ежедневник. На бумаге кто пишет в блокнотах? Я тоже пишу, и бывает того, что блокнот, сумка где-то, например, вот даже сейчас. Ведь я, например, хочу посмотреть, да, записать вас, допустим, на встречу. Но я не могу, потому что у меня он там. А телефон у меня всегда рядом. Вот это вот писать, кстати говоря, самый еще оптимальный вариант в телефоне писать в заметках. Вот. Еще такой момент, что по поводу пользования в блокнотах тоже, там, когда мы все испишем, и уже, блин, у меня была тут встреча, что вообще, где она, про что она? Google календарь, четко вбил, четко вышла структура. Здесь преимущество в том, тоже, да, как мы это делаем. Тут прям видео очень много. Я знаю, что сейчас я один раз вам покажу, вы толком, может быть, и не запомните. Но найти себе подружку или друга, который может объяснить это сделать, маленький такой момент. Большая проблема у многих, у меня, я такая же была. Я просила, слушай, друг мой, мне нужно, сделай, пожалуйста. Сделали. Мне нужно, сделай, мне все делали. Я такая думаю, классно, но я просто думаю, я не буду тратить на это время. Вот Google календарь — это такая вещь, когда надо самому взять и сделать. Именно самому попробовать ручками взять и это сделать. Только тогда это будет свое. Это не та задача, на которую нужно делегировать. Это я говорю как человек, который делегировал задачу раз 5, пока все-таки не уткнулся. 6 раз я делегировал задачу, пока не уткнулся все-таки вот в это во все. Вот. Момент того, что здесь большое преимущество, да, вот в эти календарные планы, да, ну, условно, в дни, вы еще можете добавить другого человека. Вот тут прям показывается, да. Почему преимущество другого человека? Когда я понимаю, что не я одна все это делаю, да, я понимаю, что со мной в партнерстве стоит еще один человек, который тоже отвечает за этот момент. И что еще преимущество? Почта может быть общая, и, например, любой человек может взять и посмотреть, вот за это как план, кто отвечает. Вот, таким образом мы с вами сейчас и познакомились. Еще такой момент, самый оптимальный вариант — это, конечно же, методом тыка. Это то, что тоже всегда работает и эффективно. Кто из вас хоть раз методом... Вот, кстати говоря, кто из вас читал инструкцию, как пользоваться телевизором? Как пользоваться телевизором? Кто не читал инструкцию? Нет, пользуемся-то мы все инструкцию. Вот, смотрите, единицы. Да, лучше методом тыка, что-нибудь там, может быть, получится, что-то нет. А когда читаешь инструкцию, думаешь, о, классно, у меня, оказывается, есть Wi-Fi. А у меня еще, оказывается, еще есть такая штука, когда мы читаем инструкцию, мы понимаем, что у нас, оказывается, еще столько функций, еще столько возможностей, так еще можно так оптимизировать все легко и просто. Это вот из серии нашего с вами подхода к жизни. Ну, даже вот элементарно, давайте будем честны, мы уже все прекрасно написали, как надо жить, сколько нужно времени посвящать тому или иному делу, чтобы быть специалистом, как и можно быть специалистом, пошагово все прописано. Кто читал, большой вопрос, да, ну, то есть сейчас уже к нам вопрос, насколько мы с вами читаем инструкцию жизни, насколько мы с вами читаем инструкцию к тем или иным, скажем так, условиям, к предметам, должностную инструкцию, то же самое, да. Кто из вас вдоль поперек прочитал свою должностную инструкцию? Потому что писал, поэтому и читал. Понимаем, да? Ну, то есть, опять-таки, и опять поднимайте руки, которые читали, читали инструкцию по телефону, по телевизору. Я к вам пришла тоже не с простыми руками, да, я представляю университет талантов. Моя задача рассказать не просто, у нас классные есть продукты, мы такие клевые. Моя задача рассказать еще о том, как вы можете вписаться в эту историю для привлечения ресурсов, для реализации своих внутренних потребностей, ну и в том числе для реализации госпрограммы. Смотрите,
Вообще, что такое, да, университет талантов? Это, получается, институт развития, он называется Открытый Казанский университет талантов 2.0. Почему 2.0? Потому что здесь как раз-таки все взаимодействующие с нами лица, да, условно, люди, компании, здесь имеет в виду диалога. Мы предлагаем друг другу. Это та история, когда друг друга слышат и делают общий продукт. Это не тогда, когда ты делаешь вот это. Все, эту часть мы уже прошли, мы сейчас уже себе позволяем 2.0. В чем отличие вообще, да? Здесь, наверное, вот вначале вот так вот покажу. Что такое, да, университет талантов? Я как сказала, что это институт развития. Здесь получается вот какая история. Была концепция перспектива. Наверняка вы ее не знаете. Я уже сейчас скажете, вы что, конечно, мы знаем, мы работаем с этим. Друзья, есть концепция перспектива, где написали все необходимое для работы вообще с молодежью, реализации ее. То есть она такая большая, в 2012 году она была написана, и понятно стало, концепция большая, а кто ее реализовывать-то будет? Организаций много, но у всех своя специфика, а здесь очень большой круг задач. Таким образом, нас создал президент, мы являемся организацией, которая реализует госпрограмму. Госпрограмма называется «Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан». Сейчас она продлили ее, она сейчас до 2025 года, была до 2020, то есть мы пролонгацию прошли. Момент того, что Казанский открытый университет таланта 2.0 уполномочены, мы, получается, реализуем эту концепцию перспективу. И еще такой момент хочется уточнить. В 2018 году было подписано постановление с Кабинетом министров с учреждениями, которые работают с молодежью, да, условно. В этом реестре входят все конкурсы, олимпиады, которые значимы для Татарстана. Я потом к этому вернусь, просто это нужно для себя так. Я к тому, что кто из вас делает какие-нибудь конкурсы, олимпиады? Кто-то, может быть, участник, может быть, создает, то есть ваш конкурс тоже можно сделать в реестр. Самая главная цель вообще госпрограммы – это обеспечить развертывание преемственной системы развития интеллектуально-творческого потенциала детей, молодежи, стратегическое управление талантами в интересах инновационного развития Республики Татарстан. Основная наша задача действительно сопровождать и помочь молодому человеку достичь того профессионального уровня, на который он хочет пойти. Момент того, что это значит, да? Вот у нас вообще система сопровождения, она идет таким образом. В чем разница? Если говорить вообще сейчас про современное образование, у нас школа отдельно, детей там готовят, да? Вуз отдельно, работодатели отдельно. И вот так вот мы каждую с вами стезю проходим и думаешь, вуз забыл, школу ладно, хоть школу не забыл, да? И момент того, что в чем разница? Вот наша система, она как раз идет вхождение в школу, мы сопровождаем вот со школы до того, как человек трудоустроится. Человек трудоустроился, здорово, если ему необходима поддержка в реализации его карьерного роста, окей, мы рядом. Как это происходит, да? Как бы здорово, все говорят, мы рядом, а как это делается-то? По системе примерно понятно, да, стало, то, что это общая система, где это объединяется. Момент того, что, да, вообще преимущество госпрограммы и зачем она создана? Она создана для того, чтобы мы поддерживали нашу молодежь. Наша молодежь – это наши студенты от 12 до 30 лет. Так что всем, кто здесь до 30, вы тоже можете стать нашими студентами. Теперь вопрос, да какой черт, я хочу быть еще куда-то идти. Да? Ну то есть зачем мне это надо? Как бы масса же всего есть в мире, почему мне еще это надо? Друзья, сейчас все, что я буду говорить, это абсолютно бесплатно. Сразу говорю, я вас не вписываю в ту историю, где там нужно платить, куда-то вкладываться. Нет. Я вам говорю про госпрограмму, на которую выделен государственный бюджет, который сейчас реализуется. Момент того, что зачем, да, что это такое? У нас идет поддержка, 7 мер поддержки для наших студентов. Первое – это идет диагностика оценки потенциала, чтобы четко понять вообще, что я, кто я, что у меня получается. Второе – это разработка образовательных модулей, содействие в реализации индивидуального плана развития. Чтобы вы для себя в жизни поняли, что конкретно вам нужно, вы прописываете свою цель и к ней идете. Следующий момент – это наставническая поддержка и экспертная поддержка. Пока понятны, да, слова? Нет каких-то незнакомых слов? Угу. Профессиональные предпринимательские пробы, стажировки, конкурсы. Чтобы у вас была возможность спокойно, у наших студентов есть возможность от запроса пройти на такие предприятия, например, кого там с распростертыми объятиями ждут в каком-нибудь,
не знаю, в больнице, иди поработай. Ну, как бы очень большой, да, условно, момент. И просто так, чтобы вы попробовали, работать нет. Все, либо ты устраивайся, да, друг мой, а просто тут ноги свои помочить как бы нельзя. Либо ты работаешь нормально, либо нет. Вот наша задача обеспечить, чтобы он везде мог попробовать. Момент того, что следующее. Управление проектами и решение нестандартных задач. Идей бывает очень много, как с этим справиться, что можно сделать, откуда взять этих людей, которые нам могут помочь. Пожалуйста, мы предоставляем экспертов. Статусное собеседование и переговоры. Вот тут и начинается катавасия в том плане, что здесь идет поддержка написания резюме, здесь идет момент того, чтобы вообще встретиться с теми людьми, которые вас могут взять на работу. Потому что даже элементарно доступ к топовым компаниям, с кем вы хотите, скажем так, сотрудничать, чтобы вас просто приняли на собеседование, иногда даже просто, ну это либо мест там нет, либо вообще, может быть, не требуется, через госпрограмму, через эту поддержку это реализуемо. Следующий момент – это карьерное развитие. То есть я уже сказала, окей, я работаю, а дальше я хочу быть классным специалистом, помогите мне. Вот. Как это делается? Кстати говоря, все меры поддержки у нас, они реализованы уже от запроса. Вот теперь момент. Кому интересно, как получить эту меру поддержки? Кто хочет это абсолютно бесплатно себе сделать? Ну, сфера связана... Да любая сфера, я сейчас продиктую, это спорт, это социальное творчество, это робототехника, это инженерия, предпринимательство, то есть медицина, пожалуйста, ну, все сферы, по большому счету, да, все. Сейчас скажу, момент того, что давайте времени мало, сейчас договорю, потом, если заходите, вопрос остался. Первый шаг, сейчас самая классная фишка будет. Друзья, вот, например, вам сейчас кому-то 25, кому-то 30 почти, да? Когда-то в школе, помните, я говорил про реестр, когда-то вы были победителем той или иной олимпиады. Много лет назад. Вот это подходит. Вы этот диплом вписываете, то есть фотографируете, заполняете заявку, и все, вы наш студент. И вы уже можете пользоваться теми мерами поддержки, которые я сейчас только что озвучила. Понимаете, да? Срок давности не имеет. Если никаких конкурсов, дипломов нет, но не хотел участвовать, есть возможность через проектную олимпиаду. То есть через свой проект, более того, даже если вы не выиграете этот проект, условно ваш он не выиграет, но вы пройдете акселерацию проекта. Иногда это намного ценнее, чем даже победа. Вот я говорю через проектную олимпиаду. Если потерял, ну как бы твои проблемы, что потерял, извини. Реестр, который был подписан как министрами, я уже говорила до этого. Идем дальше. Смотрите, как получается. Вот у меня есть эта победа. Супер, классно. Я подал заявку. Мне сказали, друг мой, твоя заявка принята, спасибо, она есть в реестре, конкурсы твой. Здорово. Я получаю приглашение на электронную почту мне пришло, я делаю диагностику, после чего я на сайте выбираю себе наставника. С этим наставником я иду в долгий путь, пишу свой индивидуальный план развития, что туда прописал, на то у меня будет оплата. На каждого студента у нас выделяется изначально 100 баллов, это 50 тысяч рублей на те реализации проекта, которые необходимы ему, на мастер-классы, на какие-то поездки, да, то есть смотря что ему нужно для реализации его цели. Баллы можно зарабатывать. Следующий момент, наставника я выбрал, написал свой индивидуальный план развития, и непосредственно я уже его веду. Идеально, если я не трудоустроен, я трудоустраиваюсь, если я уже трудоустроен, я выполняю свою цель и задачу. Вот. Таким образом, сейчас у нас ежегодный охват, кстати говоря, да, желающих, кто хочет, это 75 тысяч, более 45 тысяч зарегистрированных пользователей на нашем, получается, портале «Университет талантов», 84 методические материала для учителей, педагогов, родителей. Мы еще работаем с родителями, то есть сегмент «Точка родителей» это тоже очень важно, потому что родители очень сильно влияют на нас, как ни крути. Нашему проекту мы уже работаем 4 года, как бы запускается, да, то есть он молодой, как вы понимаете, кто вначале тут получает сливки, так что… да, выпускники уже есть, примеры, да, вы имеете в виду? Например, у нас… Так, ладно. Да, чтобы не быть голословной, девушка Аида, у нее был запрос на обучение, то есть она в высшую школу экономики хотела поступать, у нее был конкурс, если она выиграет конкурс, плюс ей балл идет. В итоге для этого проекта мы ей оплатили 10,5 тысяч часов, 10 тысяч условно, 10,5 часов работы с человеком, который ее натаскал, как выступать, то есть даже если бы она не выиграла, она бы навык с ней остался. И у нее был запрос сделать опрос на молодежь Татарстана, мы сделали этот опрос. У нее был запрос встречи с министром по финансам, что ли, но мы сделали встречу с министром. То есть это реализовывать. Не совсем, что хотите, это то, что необходимо для реализации вашей профессиональной цели.
Вот то, что вы написали в индивидуальном плане развития со своим наставником, так и то и делается. А момент того, что студенты наши могут быть те люди, которые были конкурсы и победы в этом реестре. Сейчас я договорю. Вопрос пока оставьте, хорошо? По поводу сам процесс понятен? Как примеров много, поэтому, в принципе, Алия я тоже... Кстати, Алия, вот, пожалуйста, у вас пример, потом вы можете не подойти, она скажет свой пример. Ну вот, кстати говоря, ну, пожалуйста. Угу. Другое направление. Да, например, я выиграл в спорте, решил пойти на робототехнику. Да, пожалуйста. Да. Идем дальше. Смотрите, подготовка наставника. Как бы здорово, у меня еще есть 3 минуты по моим часам, поэтому будем работать по моим часам, ладно? Смотрите, момент того, что клево, здорово, у нас есть молодые люди, а с ними должен квалифицированный человек работать. В итоге у нас идет подготовка наших наставников, полностью идет. Проведение стажировок различных, лаборатория родительского образования действует, то есть мы работаем еще с родителями. Партнеры наши — это Sirius, сейчас у нас был договор с ним подписан, агентство стратегических инициатив. Ну, в общем, организации тоже, чтобы не быть голословной. Момент того, что мы сотрудничаем с федеральными институтами развития, не просто там мы с вами партнеры, классно, да, а вот, например, если говорить про Sirius, агентство стратегических инициатив и РВК, у нас уже конкретные проекты совместные. Вот, момент такой, детей на молодежь у нас 20 тысяч, а ВХАТ, да, получается, вовлеченность 2000 педагогов, представителей компаний и 10 тысяч родителей. Это официальные даты с сайта. Вот, это то, что касается про университет талантов. Наш, получается, сайт университет талантов, пожалуйста, очень легко и просто. Момент того, что, еще раз хочу повториться, все, что там написано и показано в рамках для предоставления, вы можете обучаться в качестве наставника, пожалуйста, наставник от 21 года. Момент того, что не имеет значения, в какой точке Татарстана вы живете. Если вы хотите работать в качестве, то есть, почему есть такой момент, да, для вас, помните, я говорила, соотечественники. У нас еще есть направление как соотечественники. Это те люди, которые связаны с Татарстаном, хотят как бы условно поделиться, может быть, да, чем-то, своим опытом, пожалуйста. И у нас, получается, вот будет в ноябре форум, где мы тоже будем приглашать соотечественников, будет он открытый, поэтому в начале ноября можно зайти на сайт, посмотреть, когда конкретно это будет. Вот, в таком формате. Про университет талантов я заканчиваю. Я вам хочу сказать, что у меня еще 1 минута есть, я вам хочу сказать большое спасибо. Если есть какие-то вопросы, готова ответить.